Светлана Васильевна, вы очень интересный собеседник, но по непредвиденным причинам запись останавливается. Мы с вами продолжаем. Как раньше, в то время, когда вы учились, какие-то были года, какие люди были? Такими же, как сейчас, либо другими? Вы знаете, время меняется, и люди меняются, это тоже. Но самое интересное было то, что у меня в классе, а это уже был подбор учеников, потому что раньше были то 8-летки, то 11-летки. Я училась в 11-летке. У нас было две школы в Сыктывкаре, 12 и 4. Там были блестящие ученики в будущем. Это были физики, математики, которые закончили МГУ, МИФИ, МАИ. И в моем классе было 8 учеников, которые были серебряными медалистами. Из 24 в классе 8 медалистов. Это очень много. Назовите, кого помните. Конечно, это Рочев Владимир, который был учеником Ландау в будущем. Это Лемешко Борис, который закончил МИФИ. Это Фишман Шурик, который закончил геологический институт ленинградский, стал прекрасным геологом. Это Татьяна Казакова, которая закончила химбил. Это Игорь Рубцов, который закончил МИФИ. Это Шейн Толя, который закончил Горьковский экономический институт, а потом стал преподавать в Сыктывкарском университете. Вот. То есть и Валя Большак, которая вообще прекрасно знала несколько языков, закончила школу, она школу экстерном закончила. Надя Нечаева, которая стала доктором наук в области художественном, она художником стала, а муж ее был достаточно таком известным психиатром. Вот. И поэтому дети были очень разносторонние, но самое удивительное, что в Сыктывкаре это были дети ученых. Тогда Коми Республика очень развивалась, и был открыт филиал Академии наук. Это были дети почти родителей, которые были только, работали там. Поэтому дети были очень интересные. И я могу сказать о своих родителях. У меня были блестящие родители. Блестящий. Папа Левин Абрам Ильич, он меня воспитывал с 5-летнего возраста, а мама Левина Татьяна Петровна. У нас было идеальное отношение к родителям и родителей детей. У нас была необыкновенная любовь родителей к детям. Все, что могли родители дать, они дали. А поэтому, если в семье все благополучно, да и Бог дал эту возможность испытать, я думаю, что у каждого человека было бы блестящее будущее. Благодарю вас за интервью. Заставили меня поволноваться, но, видимо, это сердце. Благодарю вас за искренность и откровенность. С Новым годом, Рождеством! Спасибо вам огромное.